увлекательный, познавательный, по правилам дорожного движения. В нашей игре 7 туров. В каждом туре может быть разное количество вопросов. Неизменно одно. Все они так или иначе связаны с правилами дорожного движения. Ваша задача – правильно отвечать на вопросы и записывать свои баллы. Кто дал больше правильных ответов, тот не просто победитель, а настоящий знаток правил дорожного движения. Перед началом игры разбейтесь на команды и придумайте интересное название команд. Приготовьте 7 бланков для каждого раунда и выберите того, кто будет записывать ответы. После каждого раунда меняйтесь бланками с противоположной командой. Если вы играете один, записывайте ответы и подсчитывайте баллы сами. Итак, начинаем. Первый тур. Азбука. Правила азбуки. Перед вами будут появляться картинки на все 33 буквы алфавита. Если буква стоит перед точками, значит название предмета, изображенного на картинке, начинается с этой буквы. Если буква стоит между точками, значит в названии предмета, изображенного на картинке, есть эта буква, но не первая и не последняя. Если буква стоит после точек, значит название предмета, изображенного на картинке, заканчивается этой буквой. Количество точек не соответствует количеству букв в названии предмета. За каждый правильный ответ вы получаете 0,25 балла. Итак, начали!
Раунд 2. Шифровка. Правила раунда. Перед вами появится набор картинок. Ваша задача — написать устоявшиеся словосочетания. Время на обдумывание ответа — 1 минута. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Итак, начали!
Теперь давайте проверим, что у вас получилось. Разберем ребус. Красный зонт, желтый миньон, интернет-мем-ждун – это явно слово, производное от «ждать». Луна. Убираем первую и вторую буквы, получаем «на». Зеленый лайм, свет и ноги, которые идут. Получаем красный, желтый подожди, на зеленый свет иди. Что мы здесь видим? Мальчик год, бровь, у которой нужно убрать первые две буквы. Получаем слово «готовь». Ну а дальше все просто. Сани, лето, телега и зима. Получаем «готовь сани летом, а телегу зимой». Итак, известный всем Снайка из книги Носова, убираем две последние буквы, получаем «знай». Жиши, чаща, известные с детства правила: дорога, человек в движении, какао без двух последних букв. Как? Ну и, наконец, таблица умножения. Получаем «знай правила дорожного движения» как таблицу умножения. Идем дальше. Мыло без двух последних букв «мы». Как гласит известный интернет-мем, ответ на вопрос профессора Снега всегда. Люди идут, а «лха» в переводе с татарского означает «вперед». Меняем буквы в слове «только», получаем «только». Рука показывает слово «там», вопрос «где?», ну и знак пешеходного перехода. Ответ: мы всегда идем вперед только там, где переход. И последняя шифровка. Знак без первой и последней буквы дает нам предлог «на». Круг, знаки, красная роза значит красный. Затем цвета, популярная фраза, L означает логика, точка на карте, здесь плюс запрещающий знак. Что же мы получили? На круглых знаках красный цвет означает «здесь запрет». Молодцы! Посчитайте свои баллы и будем продолжать. Раунд 3. Где логика? Вы снова увидите группы картинок. Ваша задача – ответить на поставленный вопрос. За каждый правильный ответ 1 балл. Вперед! Найди общее. Убери лишнее.
Убери лишнее. Что получилось? Что получилось? Что получилось? А теперь давайте узнаем правильные ответы. Итак, пешеходный переход, кирпич, велосипедная дорожка, дорожные работы, дети. Все это дорожные знаки. Второй вопрос. Жук, Лада Калина, Ягуар – все это марки автомобилей. А вот автомобиля с названием «Слива» не существует. Значит, именно эта картинка лишняя. Третий вопрос. Что лишнее? Инспектор ГИБДД, спасатель, дорожный рабочий. На их форменной одежде есть световозвращающие элементы, а вот на форме повара их нет. Правильный ответ – повар. Вопрос 4. Что получилось?
Лимон – желтый цвет. Лошадь в тельняшке. Получим зебру. Зебра с желтыми и белыми полосками на черной дороге дает нам пешеходный переход. Двигаемся дальше. Вопрос 5. Что общего? Помидор красный, лимон желтый, огурец зеленый. Все это сигналы светофора. Вопрос 6. Что получилось? Ребенок, кресло, ремень. Все это вместе детское удерживающее устройство. Отлично! Вы справились! Продолжаем! Раунд 4. Лесенка. Правила простые. Смотрите на картинки, находите общее, записывайте ответ. В ответе только одно слово. Но раунд не зря называется лесенка. Каждое следующее слово на одну букву длиннее или короче предыдущего. Значит, если в первом слове 3 буквы, во втором будет 4, в третьем 5 и так далее. А может и наоборот. В первом ответе 10 букв, во втором 9, в третьем 8 и так до последнего вопроса. Получается лесенка вниз или вверх. За каждый правильный ответ 1 балл. Начали. Первый вопрос. Второй вопрос. Третий вопрос. Четвертый – медиа-вопрос. Слушаем песню, вспоминаем следующую строчку, последнее ее слово – ответ на вопрос.
Пешеходам уже быть достало, и всего, как обычно, мало. Я сижу понемногу, вникаю. Ну зачем большие окна? Пятый вопрос. Что общего? Убери из названия мультфильма то, чем ты пользуешься каждый день. Оставшееся слово и будет ответом. Седьмой. Последний вопрос этого раунда. И снова, что общего? А теперь правильные ответы. Первый вопрос. Скипетр царя, меч джедая, волшебная палочка, дирижерская палочка. Вспоминаем тематику игры. Все это похоже на жезл. И значит, наша лесенка начинается с 4 букв. Второй вопрос. Математические, зодиакальные, препинания. Все это знаки. 5 букв. Третий вопрос. Чёртово колесо. Белка в колесе. Ребенок делает колесо. Это правильный ответ. И у нас уже 6 букв. Музыкальный вопрос. Слушаем. Пешеходам уже быть достало, и всего, как обычно, мало. Я сижу понемногу, вникаю. Ну зачем большие окна трамваю? Правильный ответ – трамвай. В этом слове 7 букв. Продолжаем. Мышеловка, сачок, капкан, клейкая лента для мух. Все это ловушки.
Значит, правильный ответ. Вспоминаем тему игры. Дорожная ловушка. 8 букв. Следующий вопрос. Конечно, это мультфильм «Инспектор Гаджет». Убираем гаджеты, которыми вы пользуетесь каждый день, и получаем слово «инспектор». 9 букв. И последний вопрос этого раунда. Копейка, каблук, река Волга, буханка – все это марки автомобилей. Последний ответ – автомобиль. 10 букв. Переходим к 5-му раунду, музыкальному. Все звучащие композиции будет определять одно понятие. Ваша задача — понять, какое. Но чтобы вас запутать, мы все песни немного изменили. За каждый правильный ответ 1 балл. Слушаем. Малай туды мен ауылда Башымда теке кепке алтын тіш бар ауызда Қияфәтім шықсыз миңа болғаны да жейді Мейлім қаршымнан бүтін қызлар елмайып кейді Әр күнді кеш бөлен шығам мен біздің орамға Ишеген ашып отырам теке машинама Жибәрім музыка қобызам түрлі ұлтларны Миңа таба қарап қала бүтін ауыл
нам по полям. Денис едет к нам, у него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай. Тоже песенку поет. Проверяем. Мальчик на девятке. Мой мальчик едет на девятке по автостраде вдоль ночных дорог. Я кружилась с ним на танцплощадке, а ты и дальше будешь одинок. Только больше не надо слов, не нужна мне твоя любовь. Убегу от тебя и сяду на такси. Только дело совсем не в нем. Извини, но ты ни о чем. Я не буду с тобой и даже не проси. Я буду долго гнать велосипед. Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю. Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю. Зеленоглазое такси. Мен өзім қақпа демалай тұрдым мен ауылда. Башымда теке кепка алтын тіш бар ауызда. Черный бумер. Косички вертолет. Косички
косички, вертолет. Ты бомба, пуля, лава, мед, косички, вертолет. Она кайфует и поет, косички, вертолет. Ты бомба, пуля, лава, мед, косички, вертолет. Она кайфует и поет. Синий трактор. По полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай, кто же песенку поет. Запорожец. Кормили хлебушком, соек вроде бы с лучшей девушкой в этом городе. Запорожец дедушкин, дворники снег метут. Посидим до следующей хорошей песни. Прованс. Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел где-нибудь в Париже, а там еще немного и Прованс. Ну что, есть ответ? Конечно же, все эти песни про транспорт. Молодцы. Раунд 6. Он называется очень просто «Секрет». А называется он так потому, что все ответы объединены одной темой. А вот какой, предстоит ответить вам. За каждый правильный ответ 1 балл. Чем примечательна дата 6 марта 1973 года. В этом вопросе зашифровано предложение. Каждая картинка – одно слово.
Чего не хватает? И последний вопрос, ответив на который, вы точно поймете, что объединяет все вопросы этого раунда. Итак, проверяем. Круг, восьмерка, змейка, квадрат, рельсы. Все это элементы, выполняемые на станции фигурное вождение велосипеда. Второй вопрос. Чем примечательна дата 6 марта 1973 года? Это дата создания отрядов юных инспекторов движения. Что же здесь зашифровано? Умный ребенок, значит, он что-то знает. Человек показывает на себя сам. Учитель научит. Показываем на кого? На другого. Мы получили «знаю сам, научу другого». Чего же здесь не хватает? Это явно чья-то форма. И не хватает здесь галстука. И последний вопрос. Школьник, аптечка, велосипед, инспектор ГИБДД. Что или кто объединяет все эти предметы? Естественно, юидовец. Он школьник, он умеет оказывать первую помощь, умеет виртуозно ездить на велосипеде и хочет стать инспектором. И значит, тема раунда «Секрет» — юид. Переходим к последнему раунду. И это блиц. И это раунд на знания. Простые вопросы, простые ответы. И времени на каждый ответ у вас будет меньше. За каждый правильный ответ 1 балл. Приступим. Место для стоянки, хранения, ремонта и технического обслуживания транспортных средств. Место посадки и высадки пассажиров. Что важнее на дороге? Сигналы светофора или регулировщика? Устройство для снижения скорости до полной остановки.
Какие технические средства регулирования дорожного движения вы знаете? За каждый ответ вы получите 0,5 балла. С какого возраста правилами дорожного движения разрешается выезжать на проезжую часть на велосипеде? Что показывает стрелка спидометра? Перечислите виды кровотечения. За каждый правильный ответ 0,5 балла. Что должен использовать пешеход в темное время суток, выйдя из дома? Права какой категории нужны для управления мотоциклом? Мы закончили. Проверяем. Место для стоянки, хранения, ремонта и технического обслуживания транспортных средств – гараж. Место посадки и высадки пассажиров – остановочная площадка. Что важнее на дороге – сигналы светофора или регулировщика? Регулировщика. Устройство для снижения скорости до полной остановки – тормозная система. Какие технические средства регулирования дорожного движения вы знаете? Светофор, дорожные знаки, разметка. С какого возраста правилами дорожного движения разрешается выезжать на проезжую часть на велосипеде? С 14 лет. Что показывает стрелка спидометра? Скорость движения автомобиля. Перечислите виды кровотечения. Правильный ответ – капиллярное, внутреннее, венозное, артериальное. Что должен использовать пешеход в темное время суток, выйдя из дома? Световозвращающие элементы. Права какой категории нужны для управления мотоциклом? Категории А. Ну вот и все. Наша игра подошла к концу. Подсчитывайте баллы, объявляйте победителя. До новых встреч!